Добрый день. Жители Готэма. Мы в гастро-лаборатории White Rabbit. Добрый день, мы в гастро-лаборатории White Rabbit Lab, где не только Владимир Мухин проводит свои гастроэксперименты, но и шеф-бармен бара «Коробок» Женя Шашин тоже кое-что. Сейчас мы кое-что сделаем, да. Что это? Итак, что у нас здесь? Здесь у нас вермут. Нам дано вермут красный. И вот это аппарат страшнейший, который называется аддиционный испаритель. Данная модель Таратоваль, ее специально разработали шеф-повара, потому что это упрощенная модель, потому что настоящее химическое оборудование гораздо сложнее, чем это. Итак, мы полностью выпарим отсюда алкоголь, потому что температура кипения алкоголя гораздо ниже, чем температура кипения воды. И потом с этой безалкогольной смесью мы сделаем безалкогольный коктейль. Соответственно, это будет не лимонад, это будет полноценный коктейль, но без алкоголя. Со вкусом. Все вкусовая палитра сохранится. Со вкусом негрони. Да, не будет только спиртуозности. А спирт да. мы будем использовать для того, чтобы сделать наш фирменный двойной негрони. Также часть вот этой редукции мы будем использовать на специальные желешки, которые тоже у нас опять же идут на коктейль 2 негрони. Итак, давайте начнем. Что же нам понадобится? Мы уже выставили необходимые нам показатели. Сейчас он нагревается, вот эта ванна. Здесь сейчас 44 градуса, уже 45. Ага. Соответственно, пока она там вода, у нас, да, это просто вода. Колба, в которой у нас будет все собираться, мы крепим сюда. Здесь нужно все закрутить, чтобы все это зафиксировалось идеально. Следующим этапом для того, чтобы у нас начало здесь что-то собираться, естественно, нам нужно охладить эту жидкость. Нажимаем эту кнопку. И холодная водичка побежала. Откуда она вот, побежала? Соответственно, здесь небольшая ванна вон. с насосом. Здесь мы используем лед, переливаем необходимый нам элемент. Оп, вот так вот. Заливаем в колбу. Идеально. Итак, может там может обман, да? Да, верно. Теперь сложная система крепления. Не хитрая, но мне очень нравится. Очень креативная. Итак, таким образом она у нас больше не будет выскакивать. Закручиваем сюда. Все, у нас осталось только ее закрепить. Начинаем погружение. Ванна. Буя. Фиксируем. Все, таким образом у нас колба находится в ванне, которая постоянно поддерживает одну и ту же температуру 46. В принципе, уже на этой температуре можно начинать наш процесс. Что нам необходимо? Нам необходимо, первая приставка, это слово рационный. Начинаем ротацию. Соответственно, здесь находится моторчик, который заставляет эту колбу крутиться. Таким образом, жидкость постоянно циркулирует. И по идее, вот весь принцип обычной дистилляционной колонны. Что нам необходимо? Нам необходим еще вакуум. И вот этот процесс начинает превращаться в магию. Так как сейчас атмосферное давление внутри системы понижается, и благодаря этому молекулы более свободно двигаются, это позволяет при более низких температурах запускать процессы кипения. Будем ждать, когда будет кипеть жидкость, нам только теперь отрегулировать нужно давление. С помощью этого клапана мы закрываем. Есть датчик, который позволяет нам следить за давлением. На начальном этапе лучше использовать где-то показатель 0,8. Почему? Потому что если мы выкрутим сразу до единицы, то большой шанс, что вся эта жидкость перебежит в колбу приемную, и у нас все пропадет. Так, сейчас колба прогреется. Сейчас мы выставим 0,9, потому что она еще холодная. Но мы увидим в тот момент, когда это все у нас на самом деле закипит. Все вот так вот идеально. В принципе, вот так все. Уже начинается процесс. Ух ты, смотри. Смотрите, теперь нам нужно снизить давление. Почему? Потому что у нас сейчас это может все выкипеть. Но зато вот так прикольно все смотрится. Вот первые уже самые летучие вещества полетели. Мы остановим этот процесс, вернем это обратно. Они, я гляжу, невидимы. Все, таким вот, грубо говоря, да. Соответственно, я сейчас убрал давление, и процесс опять остановился. Сейчас я вернул его в состояние, и опять запускается процесс, жидкость начинает кипеть. Температура сейчас в ванне всего 44 градуса. Соответственно, у нас еще есть щуп, который считывает температуру внутри колбы. Вот первые капли уже пошли у нас. Это вот что пошло-то? Это спирт. Вот все, первые капли. А как узнать, когда
Ну все, полностью разделился. Все очень просто по объему, потому что когда пишут на любой алкогольной бутылке эти проценты, это и есть процент содержания да, да. спирта. Соответственно, нам не нужны какие-то дополнительные приборы для того, чтобы определить. Здесь срабатывает простое математическое вычисление, что если это 40% от объема, то значит нам нужно 40% от объема жидкости. Соответственно, здесь у нас 15%, вот 15% мы в принципе и выпарим. Но еще проще на самом деле определить, потому что вода потом не будет кипеть. Да. И все. То есть, когда перестает капать, значит, в принципе, перестает выпариваться. Также нам подсказывает эта колба, она запотеет. Спирт не потеет, а вода, да. Процесс не трудоемкий, но требует определенного терпения, потому что минут 20 придется потерпеть. Для чего нужна ротация? Чтобы она равномерно подогревалась? Да, постоянно, потому что часть остается на поверхности колбы, она теплая и испарение увеличивается. Потому что если бы она просто оставалась, вот опять забурлила. Если бы она оставалась неподвижной, то неправильно было распределялась температура. Так это просто ускоряет процесс. Спирт не потеет, а вода да. Все, остановим процесс. Первым делом мы включаем насос. Спускаем давление. Включаем змеевик. Нагрев. И останавливаем ротацию. Все, теперь мы сможем отделить на самом деле колбу, потому что если забыть о том, что нужно выключать насос, прилипает. Оп. Ну, он пахнет как раз вермутом, но гораздо слабее, чем сам вермут. Ну, то есть, да, это спирт с запахом вот этих вот трав, да? Да. Но он прям крепкий, да. Он очень крепкий. Да. Откручиваем. Все, здесь получаем нашу безалкогольную часть. Сейчас мы тоже ее попробуем. Здесь уже ты чувствуешь как раз... Скорее сладкий аромат, а не, Да. а не горький. Удивительная вещь вообще. Но сохранились вкусы, да, вроде. Вкус остался. И сладость, да. Сладкие прям. Здесь на самом деле сладость гораздо выше. Мгм. Нет сухости от спирта. То есть обычно, когда ты пьешь, он первый проходит и делает напиток более таким легким. Вот на самом деле на этом примере можно понять, там сахар. Вот, поэтому И как делать безалкогольный негрони? Просто разбавить его водой? все, мы просто охлаждаем и вуаля, все готово. Вот прям здорово. Вот, ну да, вот. Ну как вкус как у негрони, а алкоголя нет. Классная вещь. Мы все это подписали, чтобы не забыть. Потому что когда очень много пакетов, ты думаешь, что запомнишь, но ничего. Скоро такое в магазинах начнут продавать. В пакетиках. Негроник Happy Meal. Да. Да, можно же. Если, кстати, вот, Детский маскомол. вот это вот сейчас смешать вот с этим, то получится, не поверите, вермут. Ладно. В этом дело не будем. Пока-пока. Очень